Это рубрика «Спорт» на телеканале «Якутия-24». В студии работает Полина Долинская. Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром Тинькофф российской премьер-лиги сезона 2020-2021. Форвард забил 20 мячей в 27 матчах. В заключительном 30-м туре Дзюба забил 4 гола в ворота Тамбова и обогнал своего партнера по команде Сердара Азмуна, который отличился 19 раз. В прошлом сезоне в рейтинге лучших бомбардиров Дзюба поделил первую строчку со своим основным преследователем. Таким образом, Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российской премьер-лиги. В активе 32-летнего форварда «Зенита» 137 голов. Сам нападающий считает, что забить 20 голов в одном сезоне Тинькофф российской премьер-лиги дорогого стоит. А в финальном матче женской лиги чемпионов футболистки испанской «Барселоны» обыграли английский «Челси». Результат встречи – счет 4-0. Голы в матче забили Алексия Путельяс, Айтана Бонманти и Каролин Хансен. Автогол на счету игрока «Челси» Мелани Лойпольц. Женская лига чемпионов проводится с 2001 года. «Барселона» впервые стала победителем турнира. «Челси» ни разу не завоевывал трофей и впервые играл в финальном матче. Рекорд по количеству побед принадлежит французскому «Лиону». В 2009 году в финале играл российский клуб «Звезда» из Перми. Тогда российская команда по сумме двух матчей уступила немецкому «Дуйсбургу» со счетом 0-6-1-1. Двигаемся далее. В стартовом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги Миннесота в овертайме обыграла Вегас. Встреча завершилась со счетом 1-0. Единственную шайбу на 64-й минуте забросил шведский форвард Юэль Эриксон Эк. Российский нападающий Миннесоты Кирилл Капризов провел на площадке 18 минут 16 секунд, нанеся 3 броска. Голкипер Миннесоты Кэм Телбот отразил 42 броска по воротам. Миннесота ведет в серии до 4 побед и по итогу регулярного чемпионата занимает 3-е место в турнирной таблице западного дивизиона. Вегас стал вторым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри 4 дивизионов до финала конференций. Второй матч состоится 19 мая на домашней площадке Вегаса. Россиянин Александр Бондарь завоевал золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта. Его соотечественник Виктор Минибаев занял 3-е место. Бондарь по сумме 6 прыжков набрал 564,35 балла. Минибаев – 530,05 балла. Второе место занял британец Томас Дейли. Сборная России занимает 1-е место в медальном зачете на чемпионате Европы по водным видам спорта, завоевав 11 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. На второй позиции идет команда Италии, на 3-й команда Украины. Сами соревнования завершатся 23 мая. Испанец Рафаэль Надаль обыграл серба Новака Джоковича в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в серии «Мастерс». Встреча завершилась со счетом 7-5, 1-6, 6-3 в пользу Надаля. Надаль и Джокович встретились
3 километра. К этому часу у меня вся информация. Будьте в курсе событий в мире спорта на телеканале Якутия-24.